Стерсін солма кısmetli, oğlunuz Havezlen karşılayan yeni günü. Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Programa yeni günüm ben Natalya Jolizova. Herkesin selamlarım. Bu sabah vakitini birlikte geçireceğiz. Kalınız bizimle GRT kanalında. Selamlarım size sevgili seyirciler. Yok dünyada insan angısının canı kaplamır muzikayla biz uyanırız. Gün sırasında ondan haber bulunuruz. Evde öter, işte yolca muzika meraklandırır hem de dalgalandırır bizim canımızı. Alezden açan evvelki muzikayı biz işidirse bugün sevgili seyirciler stüdyamızda iki hem talantlı muzikant bizde. Üretici hem ürenici. Düzeva, Gagauzyan Türkiye Ansamblesi'nin muzikantı Gaydacı hem de muzika okulunun üreticisi İlya Draganov. Sabah hayır olsun. Sabah hayır olsun. Hem de muzika okulunun öğrencisi Gayda instrumentinde Dmitri Kristev. Sabah hayır olsun. Hayır Dmitri, olsun. Nasılsınız? İsle. Güzel. Rus dilinde bugün laf edeceğiz misafirlerimizle. İsterim söyleyeyim hani
İlya bize çok kere gelir. Ama neyse лафичис Руся. Илья уже известный в Гагаузии музыкант и в Молдове не раз был гостем нашей студии. И последний раз обещал Илья, что в следующий раз он обязательно придет со своим учеником. Слово сдержал, поздравляю вас. И вот хотела бы услышать, как у вас дела. Спасибо, хорошо. Праздники справили тоже хорошо. Подготовились к праздникам? Да. В гостях у родителей были, как по традициям, у бабушки, у родителей. Все как полагается. Дима, у вас как проходят праздники, особенно пасхальные? Праздники проходят хорошо. Часто выхожу погулять с друзьями, тоже с семьей. Встретились, пообщались тоже со всеми. Замечательно. Прекрасный музыкант и музыкальный инструмент гайда. Очень редкий, очень колоритный, необычный. Как познакомился Илья с этим инструментом, мы уже знаем. Как ты познакомился с этим инструментом? Что привлекло тебя вот именно в таком старинном инструменте звучном? Я часто замечал этот инструмент и слышал в оркестре Дюзовы, как Илья играл. И в период карантина Илья часто выставлял разные видеоролики с гайдой. И я заинтересовался. И потом узнал, что открывается набор в музыкальную школу на этот инструмент. И записался, и попробовал, и понравилось. И вот сейчас продолжаю играть. Замечательно, когда есть музыканты, но еще более лучше, когда музыкант, талантливый человек, он свои способности передает еще другим ученикам, причем и любовь к таким старинным инструментам. Как удается, Илья? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот в плане с Димой как-то легко выходит, от него отдача всегда есть. Есть еще два ученика маленьких, но с ними, естественно, процесс работы чуть-чуть по-другому идет, потому что они еще маленькие, восприятие другое. Наверное, я так думаю, что привлечь получается либо какими-то современными мелодиями, либо современными обработками. То есть сегодня молодежь и дети такие, что аутентичные мелодии вряд ли его зацепишь. И вот стараемся осовременивать вот эти аутентичные мелодии. Вот, как-то вот так. Но, Дима, имей в виду, что людей старшего поколения обязательно зацепишь, потому что это звуки, доносящиеся еще 100 лет назад, да, то есть это вот вы сейчас это просто воплощаете в жизнь и даете, опять же, этому инструменту, дарите вторую жизнь или там еще, да, следующие. Я бы хотела, я не знаю, Дима, может быть, ты расскажешь немножечко, вот что тебя привлекает в этом инструменте, как он звучит, как вообще готовитесь к нему? Меня в этом инструменте привлек его звук, не похожий ни на какой больше инструмент, манера игры на нем, разные стили игры на нем. И сам смотрится необычно, вот да, по сравнению необычно. с другими инструментами необычно смотрится. Ну, я знаю еще, что он сделан из кожи козы или... Вот небольшое да? уточнение. Да, пожалуйста. Вот эти экземпляры гайд, то есть мы как-никак живем в 21 веке уже. Лет 10-15 назад вот начался период, когда гайду изготавливают в Болгарии. И вот один мастер сделал прорыв в мастерстве гайды, в изготовлении гайды. И он вместо естественной козьей шкуры он придумал искусственный мех. То есть это, по сути, тряпочная ткань, а вот эта черная – это чехол. Он может быть абсолютно любого цвета. И плюс, в чем плюс? Во-первых, нету запаха, потому что, попадаются дети или люди аллергики, да. А здесь просто тряпка, которая прочно задерживает воздух.
То есть внутри уже ничего нет, да? Вот это черное, это чехол, а здесь вот этот замочек открывается, и внутри сам искусственный мех. То есть на сегодняшний день я уже сторонник вот этого материала, потому что нет ни запаха, ничего. И качество звука не меняется? Качество звука не меняется, потому что это всего лишь резервуар для воздуха. Вот. И, например, с естественным мехом сложнее в том плане, что 1 год, и надо его менять. А здесь 5 лет прослужит. То есть разница существенная. Илья уже так это сказал профессионально, 5 лет. То есть, Илья, сколько лет ты уже занимаешься, сколько лет ты Гайдой я занимаюсь с этим инструментом связан? С 2008 года, это, прилично. Достаточно хороший период. Да. Мне, конечно, интересно услышать, мы слышим на экране, слышим и по радио мелодии, звуки, но вот вживую. Можете нам сегодня что-то, вот, хотя бы небольшой фрагмент вашей работы показать, как это все начинается? Пожалуйста, предлагаю. Без проблем, я думаю. Вот такая вот полная импровизация, мы послушаем, посмотрим. Да. Идет сначала процесс надувания, нужно вздуть именно полный объем. Да. Да. И так все быстро, вы уже готовы, да? Замечательно. Послушаем. Поехали. Браво. Спасибо. А что это за музыкальная композиция? Это болгарская мелодия, называется Тритипати. Но здесь в гагаузии можно ее называть хору. То есть, если перевести на гагаузский, то это можно назвать хору. Вот. Как вы оцениваете вообще работу вашего ученика? И, вот, он выкладывается на все 100 или мог бы больше, или вы все-таки немножечко давите, чтобы у него что-то получалось? Вот хотела знать во всеуслышание, скажем так, да, прилюдно. Ну, как говорится, нет предела совершенству, даже для преподавателя, потому что век живи, век учись. В ситуации с Димой я действительно могу сказать, что мне повезло с ним в том плане, что, во-первых, он с музыкальной подготовкой, то есть он до гайды был 5 лет на аккордеоне. Вот. И мне с ним повезло то, что он уже музыкальную грамоту в принципе знал. То есть я ему скажу, вот это, там вот такая длительность нот, он уже знал, о чем я говорю. Это не вот такой ребенок, которому надо объяснять, что вот четвертная нота дает 1 удар, там половинная 2 удара и так далее. Он уже, можно сказать, в плане музыкальной грамоты был готовым музыкантом. И плюс еще дало о себе знать то, что ему инструмент нравится, и у него желание есть. Что еще? Ну, работаем, совершенствуемся. Если он превзойдет меня, я только рад буду. Здорово. Дима что добавит? Есть стремление, превзойдем учителя? Стремление всегда есть. В любом деле ты хочешь быть лучше и быть профессионалом своего дела. Вот Илья Дмитриевич сказал, что у меня музыкальная подготовка. 5 лет я учился в музыкалке на аккордеоне. Мне тоже этот инструмент нравился. У меня был хороший, отличный преподаватель Николай Мартынович Михайлюк. Да. Мы часто с ним видимся, он спрашивает, как у меня успехи в этой специальности. Он рад за мои успехи и всегда поддерживает меня, как и Илья Дмитриевич, как и все мои родные, друзья. Они рады то, что я стремлюсь добиться чего-то. Здорово, и мы рады, что у вас буквально недавно к пасхальным праздникам вы исполнили музыкальную композицию. Расскажите, пожалуйста, как удалось?
эта музыкальная композиция, я наткнулся на нее в одном сборнике и дал Диме ее как программу для экзамена. То есть у нас каждый семестр есть экзамен, академический зачет и переводной экзамен. То есть как программу я ему ее дал с аккомпанементом. И она как бы очень мелодичная, и мне так показалось, что людям она воспримется очень хорошо. Это авторская мелодия. Ну, потом зрители посмотрят название. Это болгарская народная мелодия Дайчово хоро. Но если говорить гагаузским языком, то можно назвать это каденджа. Вот. То есть ритмика и характер... Болгарская каденджа, можно сказать, да? Да, да, можно сказать. То есть ритмика, характер каденджи. И я думал, то есть так как я как хобби занимаюсь звукозаписью, почему бы не сделать минусовку и записать 2 гайды? Потому что многие видели сочетание гайды с аккордеоном, гайды с кавалом, саксофон там с аккордеоном, но 2 гайды. Я думаю, никто еще не слышал 2 гайды. И вот именно идея была в том, чтобы это было профессионально записано, еще и 2 гайды. То есть вот в этом была идея. Ну, естественно, поздравить всех с праздником Пасхи. Да, Дим, я думаю, что твой преподаватель с тобой делился, и это явно видно своим желанием, стремлением к тому, чтобы на самом деле воспитывать профессионального музыканта. Мне лично он не раз об этом говорил, и он говорил, вот-вот мы уже скоро придем, вот-вот нам еще немножко. И я на самом деле искренне рада, что это случилось, и слава богу, что вы сегодня у нас, и уже телезрители могут увидеть эту музыкальную композицию. Давайте вместе посмотрим, потом продолжим программу. Давайте посмотрим.
Я, конечно, поздравляю прежде всего вас, но и нас с таким замечательным исполнением. Я уверена, что совсем скоро мы увидим ваше совместное выступление на концертных площадках. Хочу отметить, что всего лишь навсего Дмитрий ученик 2 класса. И здорово, успехи есть. Да. Дим, хотела спросить, я знаю, что творчество такого легендарного ансамбля песни и танца «Дюзова» тебе не чуждо, ты знаком, ты сам занимался в этом коллективе, да? Да. И, по-моему, даже мама у тебя танцует. Да, у меня мама танцует как в зовут ансамбле. маму? Александра. Александра. Здорово, что родители подтягивают своих детей в такие замечательные коллективы. Я думаю, что совсем скоро ты, может быть, и будешь в рядах профессионалов. О чем мечтаешь? Я мечтаю освоить этот инструмент в совершенстве, чтобы можно было играть произведения более крупной формы, сложнее произведения, более красивее произведения. Мечтаю выступить на больших сценах, где будет профессионал своего дела, музыкант, которые уже много лет занимаются своим любимым делом и стремятся к еще большим успехам. Скажи, пожалуйста, Дим, ну у тебя, конечно, ты сказал, у тебя много друзей, ты с ними отдыхаешь, праздники отмечаешь. Как они относятся к этому, вот, к выбору твоей профессии, к такому необычному подходу? Они относятся хорошо, потому что у каждого есть свои интересы. Все меня поддерживают, потому что мне это нравится в первую очередь. Отлично. И я также их поддерживаю, потому что в их интересах им тоже нравятся свои интересы, им тоже нравится, что кто-то их поддерживает в этих интересах. Нам нравится, что вот эта вот старинная замечательная музыка, этот старинный замечательный инструмент, он оживает в руках таких профессионалов. Илья, я просто искренне рада, что твоя мечта исполнилась, и уверена, что твое подрастающее вообще поколение тоже, они придут к нам в студию и тоже будут вместе с вами выступать. Я недавно наткнулась на одно видео в Болгарии. Ну да, в Болгарии это традиционный инструмент. В Болгарии такой флешмоб, более 100 музыкантов гайды с гайдами на площади. Это просто какое-то, не знаю, феерическое выступление. Я думаю, мурашки по коже. Да, мурашки по коже, сказал Илья. И я думаю, что эти мечты тоже можно воплотить, только чтобы было желание. Да. Вот хотела бы определенные пожелания друг другу, я не знаю, вот вашему творчеству, вашим дальнейшим успехам, пожалуйста. Ну, я бы в первую очередь поздравил всех с наступившей Пасхой. Всем здоровья, удачи, процветания и всего самого доброго. Молодому поколению я бы пожелал, ну, если кто-то занялся, неважно, в принципе, народным инструментом или классическим, вообще музыкой, если занялся, то для будущей жизни музыка все-таки оставляет отпечаток. И если начал, неважно на каком инструменте, если начал, то заканчивать до конца, даже если при условии, что не будет идти дальше по музыке. Потому что в жизни музыка очень помогает. Также вот если мы берем произведение с начала и до конца разбираем, это и в жизни пригождается делать дело с начала и до конца. Это усидчивость и так далее. Диме я пожелал тоже усидчивости, здоровья и всего самого доброго. Дима, твои пожелания самому себе и вам вместе с учителем на ваших уроках и ваших успехах? Я бы сначала пожелал учителю тоже... Терпения. Терпения и, можно сказать, новых идей для воплощения. Чтобы адекватных учеников. Да, чтобы было к чему стремиться. И я услышал недавно, что инструмент живет, когда на нем кто-то играет и чему-то учится. Если на нем никто не будет играть, он просто исчезнет. И не нужно забрасывать инструменты, которые редкие, потому что это наша история, это наш колорит. Да. И
Здорово. Я еще раз благодарю вас за то, что сегодняшнее утро мы начали вместе на канале ГРТ, вместе с вами. Что может быть благороднее, чем научить тому, чему сам знаешь, да? Передавать навыки подрастающему поколению и, как сказал молодой человек Дима, чтобы культура наша процветала и чтобы вот звучали вот такие замечательные ноты, замечательные мелодии, ну, не знаю, с тех прошлых веков, пусть они звучат и здесь, и пусть слышит молодежь по-своему, может быть, но пусть эти ноты звучат. Благодарю вас, спасибо большое, уважаемые телезрители, провожаю наших гостей. Сегодня у нас в студии был известный музыкант ансамбля песни и танца «Дюзова» Илья Драганов и его ученик 2 класса Дмитрий Кристев. Спасибо вам большое, всего доброго, программу продолжаем. Çocuklar, ne yapacağız? Kızlara çiçek takacağız.
Sevgili seyirciler, programı yeni gün yaklaştı kendi sonuna. Ben diyorum size kalın sağlıcakla ama GRT kanalından ayrılmayın. Günün sırasında size hazırladık haberleri hem de programmaları.